Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет. Где коровка наша? Увели ее в мой свет. Барин для приплоду взял ее домой. Славно жить народу, на Руси святой. К чему я это? Это написано еще в 19 веке, Некрасовым, если мне память не изменяет. А я это связываю с тем, сколько в Новосибирской области забито скота. Страна, ты вот куда идешь, когда вот так вот тупо, бездарно забиваешь скот? Даже барин брал эту корову для приплода, а вы сжигаете это мясо. И в Козихе у нас, значит, произошла смена главы администрации. Народ собрал 268 подписей за отставку главы администрации Нины Чистяковой. Вот. Значит, претензии к ней были и раньше по содержанию поселка Козихи, ремонту дорог и так далее. Но, судя по всему, основное, что накипело, это забой скота в Козихе. Вот у меня такой вот плакат «Ты куда идешь, страна?». Я вот спрашиваю, куда страна идет вот ведь по всей стране, во многих регионах происходит то же самое, что в Новосибирской области. Страна, ты куда идешь? Очередной пикет с площади Ленина. Одиночный пикет за свободу женщин, политзаключенных. И не только женщин. Но поскольку они являются наиболее ранимой частью нашего общества, я сосредоточился вот на такой цели, на такой агитации, чтобы помогали женщинам, чтобы всеми силами и возможностями, естественно, законными, им эту жизнь, которую государство толкнуло, оно и облегчало. У меня возникли вот какие мысли в связи с этой не однолетней, а гораздо более тянущейся эпопеей за улучшение судьбы политзаключенных. У нас отсутствует в нашем обществе плюрализм. Это слово как-то подзабыто с горбачевских времен. И сейчас, как никогда, ощущается недостаток новых мнений и новых точек. А по той колее, по которой катится страна, увы, у меня создается впечатление, что мы в тупик летим. И насколько это падение в тупик будет быстрым или скорым, это одному Богу известно. Но я вот что думаю. А у нас в обществе женщин составляет больше половины численности населения. А до сих пор на ответственных местах, принимающих решения, их практически нет. За исключением нескольких знаковых фигур. Их нет. И вот я призвал бы соотечественниц моей страны тоже усилия направить по улучшению находящихся в заключении женщин, политических заключенных. И я думаю, прогресс был бы гораздо эффективнее, нужнее, и они бы составили очень хорошую, спорную группу, которая бы обсуждала, несомненно, профессиональнее и эффективнее все наши проблемы, вплоть до таких, как говорится, вечных. Я вспоминаю историю, когда оценку деятелям по прошествии многих лет давало население. И, в общем, он довольно объективный был метод оценки. Так там даже певец пел «Век золотой Екатерины». Запечатлелась в истории Екатерина II тем, что раздвинула эти самые границы государства российского от Америки и до западной границы. Но она действовала разумом, она
брала в союзники гуманизм и многие такие вещи. Естественно, это был век самодержавный, переход от феодального строя, и там много было. Но некоторые гвозди, которые она вбила в законодательную систему, до сих пор держатся еще в нашем обществе. И пора, наверное, весь этот маховик опять разворачивать в нужную сторону.